Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Вчера из Словакии в Россию был экстрадирован Аслан Индиев. Решение об экстрадиции было принято вопреки запрету Комитета по правам человека ООН. Аслан был задержан по запросу России через Интерпол и находился в словацкой тюрьме около 8 лет. И он не первый наш соотечественник, которого словацкие власти, продержав по 8-10 лет, в итоге выдавали России, несмотря на то, что они нуждались в политическом убежище. И это происходит в то время, когда даже известные российские правозащитники сообщают о том, что в России не соблюдаются права человека, и что выдача человека России – это все равно, что выдать человека Северной Корее. Многие наслышаны, а мы хорошо знаем, что в России применяются пытки к заключенным, при которых задержанного заставляют оговаривать себя или других людей. Одним из таких случаев был случай с Аминат Акуевой, которую на основании показаний, данных под пытками, подали в розыск, после чего она была задержана в Германии. Но, к счастью, нам удалось доказать, что ее дело сфабриковано, и Германия отказала в экстрадиции России Аминат. А недавно мы получили документы из Интерпола, уведомляющие о том, что Аминат удалена из списка разыскиваемых Интерполом людей. Это еще одно подтверждение тому, что Россия злоупотребляет своими правами в системе Интерпола для поиска неугодных режиму людей. По делу Аслана Индиева за помощью к нам обратились слишком поздно, когда уже было вынесено решение об его экстрадиции. По этой причине, хоть мы и сделали все, что в наших силах, к сожалению, мы не успели предотвратить его экстрадицию. Мы призываем всех соотечественников, всех кавказцев, чьи родственники или знакомые сейчас находятся в заключении в Словакии или же в других странах Европейского Союза, которые также запрашиваются Россией по сфабрикованным делам, незамедлительно сообщить нам по нашим контактам. А в заключении, хвала Аллаху, Господу миров.